Живая память благодарных поколений. Всенародная акция в Музее краеведения организована фондом имени Алексея Талая, фондом «Единое Отечество» и Ассоциацией исторических и военно-исторических музеев. Сегодняшнее мероприятие посвящено Тугану Мальсагову, основателю музея, человеку, который по крупицам воссоздавал историю Ингушетии и России. Эта акция предусматривает установление памятника, посвященной 80-летию Великой Отечественной войны, в городе Минске, Бресте и в городе Москве. Памятник будет из сплава монет СССР, для того, чтобы воссоздать памятные события, объединяющие народы постсоветского пространства в целом. Гости сегодняшнего мероприятия заполняют колбу советскими монетами. Памятник из собранных монет со всей России установят в 2025 году в столице нашего государства. Сотрудники музея имени Тугана Мальсагова искренне надеются, что жители республики не останутся равнодушными и примут непосредственное участие в этой акции. Эта акция уже давно функционирует, так как первый памятник был установлен в 2022 году в городе Минске, второй в 2024 году уже отлит и ждет того, чтобы его установили в городе Брест. И на очереди будет город Москва, поэтому призываем всех отозваться, принять участие в этой акции. 30 мая – день рождения Тугана Мальсагова, политрук, комиссар роты 31-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии 56-й советской армии. Он воевал в битве за Кавказ и на подступах к Сталинграду. Туган Хаджимохович был отозван с фронта из-за полученного осколочного ранения и инвалидности первой степени. Но это не остудило пыл и желание помочь своей родине. Музей краеведения, который основал настоящий патриот, главный хранитель исторического и культурного наследия ингушского народа и России в целом. Мое представление о нем строится по воспоминаниям моей матери, которая 20 лет проработала научным сотрудником Чечено-Ингушского музея краеведения, которая стояла вместе с Туганом Хаджимоховичем по его большой просьбе у истоков становления нашего музея краеведения. Это большой патриот, это такое благородство редкостное, что рядом с ним становилось неуютно, потому что он задавал планку. А гости Музея краеведения сегодня не только внесли свой вклад в создание памятника из сплава советских монет, но вспомнили о жизни и подвигах выдающегося деятеля. Мадина Цора, Акрамат Десхоев, Магаз, 24.